Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем у вас будет встреча, с кем будет свидание. Что ждет вас по судьбе. Давайте посмотрим на ближайшие 2-3 недели. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой-то праздник, праздничная атмосфера показана. А вы знаете, встреча будет с очень хорошими людьми, которых вы знаете, с которыми вам будет приятно провести время. Праздник, мне идет праздник. Возможно, это чей-то день рождения, либо какой-то другой повод, да? Может, я не знаю, переезд, юбилей, крестины, свадьба, может быть, еще что-то. Вот люди будут вам улыбаться, вы будете обниматься. Очень здорово проведете время. Очень такое хорошее, теплое, душевное и незабываемое время. Вам очень понравится. Прям очень-очень. И, кстати, на этом мероприятии очень похоже, что некий человек поделится с вами какой-то очень важной, тайной информацией. И вам прям рекомендация эту информацию не упускать, да, потому что информация очень важная и полезная для вас. Дальше. Вижу, что вы как-то совершенно случайно, неожиданно для себя встретите мужчину, с кем у вас была симпатия, но отношения так и не случились, не сложились. Но опять же, по разным причинам. Может, вы в браке, может быть, мужчина в браке, может быть, у вас там еще какие-то помехи были. Мужчина будет вам очень улыбаться. Еще почему-то мне идет, что у него какой-то тактильный запрос, да, там постарается как-то вас приобнять, там руку поцеловать, что за плечико вас взять, как-то вот держаться за вас. Захочется подержаться, пообниматься с вами. Вот вы с ним как-то начнете говорить и поймете, почему у вас не случилось, не сложилось. То есть вот в разговоре что-то откроется. Может, вы поймете, что не сильно и хотелось. Да, вроде симпатичная, а так начнешь говорить, как дурачок какой-то. Либо там мужчина скажет, что вот ты такая вот прям королева снежная, да, а я вот побаивался тебя. Вот как-то вы хорошо поговорите с ним, и разговор такой вот теплый, позитивный мне идет. И если раньше еще какие-то вопросики были, да, либо мысли, то теперь это все как развеется, да, вы просто поймете, что это не ваш человек, и как бы и не жалеть, и не думать об этом не стоит. Вот. У кого-то, кстати, еще может быть встреча с мужчиной, с кем у вас прям совсем-совсем давно были отношения, как-то плохо расстались, да, может, вы до сих пор так и не понимали, почему расстались, а поговорите сразу и поймете. В общем, как-то вот дружба, да, вот на дружбу все это похоже, да, либо смещается в дружеское направление. Кстати, да, будет хорошее настроение, будете там потом назад идти, там домой возвращаться, будете об этом думать и думать о том, что замечательно, что мы поговорили, замечательно, что у нас вот произошел этот контакт, и теперь вот как все стало на свои места. Дальше. Через женщину вы с новым мужчиной познакомитесь. То ли она ему какая-то знакомая, то ли она ему родственница, то ли там какая-то еще связь. Может быть, там деловая связь, да, между этими людьми. Допустим, он ее коллега. Либо он, там, не знаю, что-то у нее делает, да, какой-то вот мастер по найму. Может, не обязательно мастер, да, может, какой-то другой специалист. В общем, женщина вас представляет друг другу. И смотрите, вот этот новый мужчина, он очень интересный, он очень симпатичный. На лицо прям красавчик мне идет, очень похож на актера, либо на какую-то модель, да. Вот.
Но когда этот мужчина начинает разговаривать, вы думаете: ой, Господи, спаси и сохрани. Возможно, у него какие-то есть проблемы с этим, либо у него очень какой-то узкий словарный запас. А может быть, человек там матерится постоянно, да, для него это уже как обычный разговор. Лицо красивое, но говорит он, конечно, не очень. Вот, будете, кстати, очень шокированы, скажете: так обидно, да, такой симпатичный, вот, но совершенно не умеет общаться, либо так общается, что лучше бы не общался. Мужчина даже как-то, знаете, будет просить у вас то ли там контакты, то ли соцсети. Прям как бы конкретно будет намекать, что вы ему очень понравились, и чтобы он очень хотел продолжить это знакомство и, возможно, сходить с вами на свидание. То есть как бы он в этом заинтересован. А вы будете думать: Господи, да забудь ты меня, да? Где эта штучка, которая память стирает? Прям не хочу, да? Не хочу, не надо. Мне такие знакомые не нужны. Дальше, мои хорошие. Вот вижу, что вы пойдете в какое-то публичное место. Возможно, это какая-то организация, может быть, это какая-то структура. Может быть, если там работаете в крупной фирме, там поедете к контрагентам, либо там каким-то поставщикам, может, поедете там, не знаю, в банк. Куда-то поедете, в налоговую поедете. И там у вас будет разговор с интересным мужчиной. Мужчина старшего возраста. Скорее всего, он прям такой солидный. И этот мужчина прям будет комплиментить вас, там, даже не зная толком вашего имени, уже сразу там какая девушка, какая женщина. А вы такая прекрасная, у вас такие глаза, а вы такая, а вы сякая. Прям такой, знаете, дамский угодник. Мужчина такой хихи-ха-ха, да, комплимент на комплименте, но при этом дело свое знает, или, как сказать, не откладывает дела, прям произведет на вас впечатление, скажете: о, какой мужчина интересный. Я так понимаю, что мужчина не свободный, и это просто такой, знаете, как этикет, наверное, какой-то. Либо мужчина, в принципе, так себя ведет, да, с женщинами прям плывет, любит с женщинами общаться, умеет делать комплименты, я уже говорю, дамский угодник. В принципе, поднимет вам настроение, поднимет вам самооценочку. Вот прям долго будете вспоминать его комплименты. Вас давно так никто не комплиментил, как он. И мне кажется, что это будет началом дружбы для вас. Может быть, отношений, но личного характера не будет, да, поскольку он и постарше, и, судя по всему, женат. Вот, но дружить вам никто же не запрещает, да? Какие-то дружеские, теплые отношения могут возникнуть с этим человеком. Так, теперь вот интересное. Для тех, кто работает, то, скорее всего, у вас на работе будет знакомство. Если вы не работаете, то у мужчины на работе, допустим, вы куда-то идете, а он там работает, этот мужчина. Мужчина симпатичный, такой немножко закрытый, строгий, и у него очень красивая фигура у этого мужчины. Прям вот со спины просто какой-то Аполлон на самом деле. У вас, если на работе, понятно, вы коллеги, если у него на работе, то вы, получается, клиент, да, либо там, кто, гость. Вот. Мужчина вам очень понравится, как фигура выглядит, да, сам манеры поведения, да, понравится. Но мужчина такой, знаете, немножко либо соблюдает вот это вот, да, деловые отношения, либо мужчина немножко испугается. Допустим, да, там красивая женщина улыбается ему, конечно, ему не по себе станет. Либо из-за того, что там рабочий процесс, мало ли он там новенький у вас, либо там у него на работе это все строго контролируется. В общем, как-то украдко будет пытаться с вами там телефонным номером обменяться. И еще вижу, что мужчина, вот действительно к вам что-то такое почувствует, чего не чувствовал к другим женщинам. Вот интерес какой-то мне идет, но это не просто интерес, это, я даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, вот любовь с первого взгляда можно с этим сравнить. Даже не любовь, пусть будет влюбленность с первого взгляда, да, вот прям потянется, и вы это почувствуете. Вы почувствуете его желание и страсть, вы почувствуете, что он прям смотрит таким голодным взглядом на вас. И да, вам не покажется, на самом деле так и будет.
И, девушки, я так скажу, мужчина хороший, к нему нужно присмотреться. Ну, по крайней мере, вот если начнете с ним отношения, ну, там, на свидание пойдете, пообщаетесь, вы точно не пожалеете. И да, он поначалу немножко робким будет, ну, либо таким немножко в себе неуверенным, сдержанным, я бы даже сказала. Это не значит, что он не интересуется вами. Это просто у человека такой характер. Ну, либо человек растерялся, потому что женщина очень сильно понравилась. Не знаю, боится там, что попало ляпнуть, да, либо там не впопад что-то сказать, боится показаться в каком-то не том свете. Но вот есть у него некий такой страх, либо небольшая неуверенность в себе, и это все благодаря вашим чарам, благодаря вашей красоте. Будь вы чуть менее красивой, возможно, бы он себя по-другому вел. Но вот как-то сильно вы на него впечатление произведете, он аж прям, знаете, ахнет. Он прям так и скажет: я таких красивых давно не видел, либо в принципе никогда не видел. И очень сильно вот тянет к этой женщине. Вот лишь бы глупости не натворить, иначе она закроется от меня раз и навсегда, и все, как бы, да, отношений не будет. И еще скажу такую вещь, что мужчина этот может понравиться очень сильно вашей подруге. Ну, подруга, либо там коллега, либо какая-то приятельница, да, вот может даже какой-то небольшой такой любовный треугольник случится. Но смотрите, вам не нужно никому ничего уступать. Я вижу у вас взаимный интерес, а к той другой женщине у него всего лишь мужская галантность, да. Ну, не будет же ее посылать, там, не будет ей говорить: слушай, иди отсюда, да, дай нам пообщаться. Ну, он будет себя нормально вести, как, ну, нормальный, адекватный мужчина, да, хорошо воспитанный мужчина. А вот эта ваша подруга, либо приятельница, она буквально может там, не знаю, с ума сойти, может начать прям липнуть на него, да, вот прям как этот банный листик будет клеиться к нему. Но мужчине будет, конечно, неудобно, и перед вами немножко будет стыдно. И она прям будет липнуть на нем, ну, как цепляться за него, да. Мужчине будет максимально некомфортно. И ну, там переживания, конечно, будут, да, потому что, ну, как бы ситуация, конечно, не очень хорошая, пантовая. И он очень будет переживать, чтобы у вас из-за этого всего о нем не испортилось мнение, да, чтобы вы там, ну, как-то на него не смотрели плохо, либо не принимали близко к сердцу то, что происходит. Ну, не может он ту другую женщину послать, хотя он ей прям будет намекать, что, ну, как бы, женщина, поспокойнее, да, потише давай. Это не культурно, это неприлично. Ну, там как бы разговор короткий, да. Женщина увидела красивого мужчину и такая: все, будет мой. Вот. Ничего он не ее, и он явно этого не хочет. И даже если вы его не выберете, там, либо не согласитесь с ним общаться, встречаться, там, сходить на свидание, то он с этой женщиной все равно не будет. Но эта женщина, она может создавать некие проблемы, ну, либо некую такую ситуацию, немножко, знаете, вот как скандальная, либо ситуация любовного треугольника. Она буквально может там сразу всем объявить, что это ее будущий там парень, да, либо это ее жених. Либо она скажет: все, я за него выйду замуж. Ну, типа, как она его застолбила, да. Но вас не должно это смущать, потому что все-таки брак, либо отношения – это дело обоюдное. Она мужчине не нравится, мужчине нравитесь вы. Вот. А она просто как третья лишняя, и она будет приставать к этому мужчине. Да? Вот такой еще формат показали. Так, еще, мои хорошие, у кого-то идет очень серьезный разговор с бывшим, но тут именно такой бывший, как бывший муж, либо мужчина, с кем вы прям конкретно долго были вместе, а потом у вас как все разладилось. Этот мужчина может прийти к вам, может прийти даже немножко выпивший, и начнет там слезы лить о том, что, ну, я так сильно пожалел, вот мы с тобой там погорячились очень сильно, зачем мы расстались, и вообще, что с нами случилось, ведь у нас все так хорошо начиналось, да, и мы так любили друг друга. Какая-то, вот знаете, история про ностальгию и еще попытка понять, да, вот по какой причине так все произошло. То есть, если раньше он вас там в чем-то обвинял,
больше он вас винить не будет. Он наоборот скажет, вот, ну я не знаю, да, я не могу это объяснить, да, возможно, я тоже был неправ, там, тоже молодец, постарался. Но и ты тоже, да, вот могла бы мне рассказать, да, объяснить, почему так все произошло, почему мы дошли до этой точки невозврата. Ведь нам на самом деле поначалу было очень хорошо, и мы любили. Знаете, какие-то вот прям такие серьезные темы будут подниматься. И как бы и жаль, и не жаль. Жаль почему? Потому что, да, действительно, в прошлом была любовь, а не жаль, потому что вы в этих отношениях прям очень много натерпелись. И вы этому мужчине так и скажете, что я устала терпеть, я устала ждать, пока ты поменяешься, и мне все-таки нужны более стабильные отношения. Ну и, конечно же, мужчина, которому я буду доверять. Не вот это там бегать, искать, что-то там узнавать, проверять, да, а вот именно доверять. Вот. А ему, судя по всему, вы перестали доверять, да? Перестали на него надеяться, перестали ему верить. Вот. И вот этот разговор у вас состоится, как все точки по местам расставите. Ну и в итоге этого разговора этот ваш бывший так и скажет: дай мне еще один шанс, давай еще раз попробуем. Давай как бы забудем то, что было в прошлом, ну и начнем с чистого листа. Вы как это услышите, вам явно дурно станет, потому что в прошлое вы точно не хотите, и прошлое вы для себя уже закрыли. Вот. А он, видите, как одной ногой в будущем стоит, а другой в прошлом. Даже немножко вам жаль его станет. Жаль, что он так и не повзрослел, не поумнел. Ну и как бы понятно, что с такой неосознанной детской, инфантильной позиции он так и проживет, да, до конца своих дней. И если у вас еще были какие-то сожаления, то эти сожаления, они как бы максимально резко развеются, и вы скажете: все, я молодец, я сделала правильный выбор, и все, назад в прошлое я точно не вернусь. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.